Приветствуем сегодня в этом замечательном зале Национального музея Республики Башкортостан на открытии выставки «Головные уборы народов Республики Башкортостан» из фондовых коллекций Национального музея Республики Башкортостан. В последнее время у нас проходило немало выставок из наших фондов. Это отрадно, потому что нашим посетителям недоступны предметы, которые находятся за заказника. А такие выставки решают эту проблему, потому что в постоянной экспозиции мы не можем все это выложить. И вот такие выставки нас выручают в таких ситуациях. Огромное спасибо Юлии Федоратовне. Вот она уже не первую выставку делает в наших фондах. Наверное, сама потом вам расскажет. Сейчас мы слово дадим генеральному директору Национального музея Марату Николаевичу Зулкарнаеву. Пару слов. Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие друзья, товарищи. Очень приятно, действительно, такая добрая традиция, что уже несколько лет, второй год, я уже наблюдаю, как отдел этнографии изучает наши фонды и делает такие великолепные выставки. Они на самом деле для нас очень дороги, очень дороги. Почему? Потому что это как раз из наших фондов. Это не выездная выставка, это не гости, это именно труд наших сотрудников. И хочу сказать то, что эти выставки показывают, насколько мы разнообразны, насколько мы красивы, что очень дружны. Изучая историю именно этих костюмов и головных уборов, которые здесь представлены, мы понимаем, как относились люди к головному убору. То есть каждый элемент, каждый узор, они действительно сделаны прекрасно душой, в первую очередь сделаны душой, и, конечно, у них есть свое значение, есть смысл, закладывали такой смысл. И общие, конечно, есть элементы, которые представляют, это говорит и о взаимодействии культур. Я думаю, что вот такую добрую традицию, которую начали мы из своих фондов делать такие выставки, мы будем продолжать, потому что у нас очень много еще открытий, которые мы можем сделать, потому что уникальные вещи, они должны быть достоянием не только Национального музея, не только фонда, но они должны быть именно представлены широкому кругу. Я думаю, что эту работу мы продолжим, и надеюсь, что всем нашим друзьям, посетителям понравится эта выставка. И будем вас удивлять, будете приходить, будем вас ждать и приглашать. Спасибо, Юлия Федоратовна, спасибо отделу выставки. Думаю, что мы еще покажем. Спасибо. Благодарю всех, кто пришел на нашу камерную выставку. Она у нас посвящена одной детали народной одежды, конечно же, головному убору. Может быть, головной убор и невелик, но велика его значимость. Мы все знаем, что сопровождал, наверное, человека на протяжении всей его истории. Одновременно выполняя несколько функций, защитную, маркирующую, в том числе и сакральную. Важную роль он играет, конечно же, в народной одежде. Если вы обратили внимание на предпросмотре нашей выставки, вы, наверное, увидели, что большее количество экспонатов у нас, конечно, относится к женскому костюму. Это, наверное, и не случайно. Все мы знаем, что, например, замужняя женщина не должна была показывать свои волосы практически у всех народов. И этому ей помогали, конечно же, головные уборы. Поэтому было великое множество, особенно в женском костюме. Говоря о нашей фондовой коллекции, то сегодня здесь вы можете видеть экспонаты, которые еще относились до революционной истории нашего музея, и поступления, которые пополнилась наша коллекция буквально в последние пару лет. Выставка наша небольшая, может быть, размерами своими не удивляет, но это задел для более масштабной выставки, которая ждет нас в будущем. Но я думаю, наверное, я поблагодарю сперва всех, кто помогал. Это, конечно, и администрация, которая сюда поддерживает наши идеи, потому что идей у нас много, у нас закипает все бурлит, и мы начинаем их реализовывать. Это, конечно, всех своих коллег. Вот когда мы открываем выставку, мы все видим экспозиционеров, но я еще хочу поблагодарить и сотрудников фонда, потому что без вас наша видимая работа была бы, наверное, невозможна. Это прежде всего, конечно, фонд «Текстиль», у нас Яич Мухаметова и фонд, конечно, «Драгметалл» Ольги Николаевны Лещенко, потому что мы работаем вместе, благодаря вам мы можем так
подбирать вещи, экспонировать их и создавать тот видимый образ, который будет доступен всем. Но я думаю, мы сейчас начнем знакомство с нашей выставки. Эта витрина у нас посвящена главным уборам башкирских женщин. Здесь у нас показаны наши старинные раритетные образцы. Это, как атрибутируют их многие исследователи, налобные повязки. Это образцы старинной счетной вышивки, выполненные шелковыми нитями, относящиеся к 19 столетию, как по льняному, так и по конопляному холсту. Композиция обычно вписывается в трапециевидную фигуру, либо же в треугольник. Обычным изображением являются геометрические фигуры, хотя встречаются и так называемые композиции геральдического строя. Это две пары симметричных животных, которые смотрят друг на друга. Я знаю, что таких композиций хараусов геральдического строя всего две, и одна вот такая повязка хранится у нас в Национальном музее. Все мы слышали о таком полотенцеобразном уборе архаичном, как тастар. У многих музеев есть коллекции концовок тастаров, не исключением стал и наш Национальный музей. У нас есть концовки, украшенные в технике двусторонней глади, то есть изнанки. Изделие выглядит точно таким же образом. И также украшены в технике цветной перевития, когда нить основы подрезали, выдергивали и полученную сетку перевивали цветной ниткой. Также в нашем музее хранится и целый тастар, потому что концовки были отрезными, когда средняя часть изнашивалась, концовки отпарывали и пришивали уже к новой материи. Вот если подойдете поближе, то можете увидеть, что наш тастар украшен геометрическими рядами, также эта техника двусторонней глади, есть еще бахрома и присутствует бисер. Мы его очень редко выставляем, и я думаю, за последние 15 лет наши посетители его впервые увидят в наших залах. Но и говоря о женском головном уборе, мы, конечно, не обошли вниманием и старинный головной убор кашмау. Он относится у нас к концу 19 столетия, украшен он коралловыми снизками, и обратите внимание на очень красивую лопасть. Она расшита бисером и раковинным каолем. Но все, кто интересуется народным костюмом, знают, что каждый декоративный элемент головного убора кашмау не случайен, а выполняет он сакральную функцию. Кораллы, они должны были принести плодовитость и богатство владелицы, серебряные монеты защитить ее от злых духов, ну а раковины каори, которые попадали к нам, как и кораллы из Средней Азии в основном, они являются оберегом. Мы говорили с вами о технике двусторонней вышивки гладью. Она присуща не только башкирскому искусству декоративно-прикладному, а в том числе, например, и марийскому вышивальному искусству. Марийские женщины издавна стали искусственными вышивальщицами, неоднократно принимали участие в международных выставках. И здесь мы презентуем два свадебных платка, называются они салы. Они из домотканины и украшены двусторонней вышивкой. Специально мы откинули один уголок, чтобы вы убедились, что у изделия действительно нет изнанки, и обе стороны можно принять за лицевые. Вместе с такими платками носили головные уборы, сшитые с одной стороны в виде башлычка. Это шона шовыча или же эке, или как его ака еще называют. Они сплошь покрываются вышивкой, монетой, и несмотря на то, что практически вот эта вся красота скроется платком, уборы все равно красиво декорировались. И здесь мы показываем еще одну такую интересную деталь, как заготовку головного убора. То есть готов он в виде изделия, конечно, мы все привыкли видеть в музее. А вот как же его делали? То есть сперва вышивалась заготовка на материи, краилась, а потом уже затем шился сам головной убор. Говоря о тюркских народах, не обошли вниманием мы коллекцию головных уборов, посвященных чувашскому этносу. В нашей экспозиции костюм иллюстрирует одежду низовых чувашей. Здесь также мы говорим о сурпанах. Это вот такой полотенцеобразный убор, длину достигавший почти 2,5 метров. Украшался он обычно низовых чувашей либо тканым орнаментом. Здесь у нас сочетаются две техники. Это бранная и выборная. И также аппликации. Вместе с таким вот сурпаном замужние женщины носили либо же головной убор пушпу, который вы видите перед собой. Чем-то он напоминает и кашмау. Наверное, той самой длинной лопастью и сходством материалов. Здесь также присутствуют раковины, есть серебряные монеты. Кораллы можно найти и бисер. Но также вместе с головным убором сурпаном низовые чувашки носили еще головную повязку сурпан тутри, как она называется. Она была гораздо короче и уже. И вот здесь на нашем манекене вы можете увидеть комплекс, как же носили сурпан вместе с сурпаном тутри. Если говорить о сурпанах низовых чувашей, видимо, они достаточно широкие, и в нашей музейной коллекции хранятся сурпаны еще верховых чувашей. Они достаточно узкие, и это, скажем так, шейно-головные повязки. С ними вместе одевались вот такие налобные повязки, которые называются масмак. Здесь мы видим масмак именно верховых чувашей. У низовых он был пошире и приближался по виду к башкирским хараусам. А вот верховых он был достаточно узкий и украшался такой плотной вышивкой в виде геометрического орнамента. Надо сказать, что вот такие сурпаны, или как их называют, сарпаны у верховых чувашей, мы, наверное, за последние лет 30 впервые показываем. Так что есть вот такая уникальная возможность смотреть. Надо сказать, что здесь вышивка тоже двусторонняя, то есть изделие с изнаночки выглядит точно таким же образом.
Здесь мы внизу демонстрируем и разнообразие таких головных уборов, как платок. Платок, наверное, входил в костюм каждого этноса, который населял нашу республику Башкортостан. Здесь у нас платки удмуртского населения. Характерно монохромное поле и разноцветная бахрома. Также использовали и покупные платки. Если говорить о полутвердых головных уборах, то не обошли вниманием мы и башкирские колпачки. Постарались мы здесь показать их разные фасоны и различный крой, то есть в зависимости от той территории, где они бытовали. Для северо-востока характерны вот такие колпачки. Они имели твердый околыш на берестяной картонной основе и верх. Передняя часть, которая выглядывала из-за платка, украшалась обычно плотной вышивкой. Мы видим, что вышивка не плотная, а достаточно объемная. Для того, чтобы создать этот объем, под вышивку подкладывали обычно вату. Колпачки носились либо же по центру, либо их чуть-чуть носили, склонив на бок. Вот здесь мы показываем манеру ношения колпачка уже восточных курганских башкир. Сами колпачки вы можете видеть справа в нашей витрине. Головной платок покрывала кушьяулык, обычно носили молодые замужние женщины, он был яркого красного цвета и состоял из двух французских платков. Собственно, его название так и переводится как двойной платок. Украшался он по той части длины, которая приходилась на лицевую, монетами, позументами, иногда вышивкой, и также расшивали его бисером. И обязательно, в том числе у курганских башкирок, имелась вот такая подбородочная бахрома, декорированная коралловыми монетами, и были околоушные подвески. Если вы подойдете поближе и посмотрите, то там присутствуют не только кораллы, а еще семена гвоздики. Когда они были еще свежими, они источали приятный аромат. Говоря о различиях в крое, то если северо-восточный колпачок полностью сшивался, вот верхняя часть с околышем, то у восточных курганских башкир он казался чуть-чуть недошитым. Иногда он мог не представлять цельный головной убор, то есть богато декорировалась передняя часть, а все, что остальное пряталось под платком, оно немножечко было недоработано. Говоря о северных районах, то там могли носить вот такие мягкие колпачки, очень похожие на татарские. Здесь он украшен бисером, а этот у нас колпачок из северо-западных районов, декорирован он вышивкой канителью и монетами. Ну, надо сказать, что такие изделия покупали у казанских мастеров, и там, где контакты были сильны с татарским этносом, такие вот головные уборы приобрели широкое распространение. Демонстрируем в нашей экспозиции мы головной убор, относящийся к русскому этносу. По праву мы гордимся вот этим экспонатом, это кокошник. Кокошник являлся, наверное, самым любимым головным убором русской женщины. Он был достаточно дорогим, изготавливали его специалисты, мастерицы, кокошницы. А на его пошив шли самые лучшие материалы. Это бархат, например, позумент, расшивали его серебряными, золотыми, позолоченными нитями. Наш кокошник относится к концу 18-го, началу 19 столетия. Если я не побоюсь этого, то, по-моему, в других музеях республики такого экспоната вы не найдете. А еще одним головным убором замужней женщины был вот такой убор-повойник. Он обычно носился вместе с кокошником, либо же с платком, поэтому декорировалась его лобная часть. В данном случае она у нас украшена позументом, сзади он собирался. Ну и, конечно, куда мы пойдем без платка, говоря о русском костюме. А вот в наших фондах хранится вот такой платок, расшитый золотыми нитями. Очень красивый, яркий, и также достаточно долгое время он у нас не демонстрировался в музее и не входил в экспозицию. Еще женщины носили вот такой головной убор сорока, который состоял из налобной части крыльев и вот такого хвоста, опускающегося на спину. Украшен он достаточно плотной вышивкой бисером и блестками. Вот название сорока нам характерно как для русского головного убора, так присутствует у нас еще и в головном уборе в костюме мордвы Эльзы. Вот это две сороки, но они очень сильно отличаются, как мы видим. Эльзианский головной убор достаточно высокий, цилиндрический. И имеет также лопасть, опускающуюся на спину, украшенную большим количеством декоративных материалов. Ну и на нашей выставке не обошли мы внимание мужские головные уборы, и в том числе те головные уборы, которые носили в холодное время года. Это, конечно же, головной убор, носимый круглый год, тюбетейка. Говоря о классическом крое башкирских тюбетеек, то он был сферический, имел небольшой околыш, недостаточно широкий. А говоря о татарских тюбетеек, то они были двух видов. Это либо был калякуш в виде усеченного конуса, либо такая более конусовидная. Но говоря о вот такой сферической форме головных уборов, это свидетельствует о том, что их носили вместе с теплыми головными уборами. Например, башкиры круглый год носили тюбетейку, зимой поверх нее одевая меховую шапку. Но если говорить о самом распространенном крое башкирской шапки, то вот у нас такая шапка бурек, это детская шапка. Обычно шили ее из овчины. Вот если бы я перевернула головной убор, вы бы увидели, что сшит он мехом внутрь. Сверху он крылся материалом, и на околыш пускали мех более высокого статуса. Рядом вместе с буреком у нас примостился женский головной убор хама бурек. Он у нас
Здесь окушка идет из выдры. Сверху он крыт бархатом и также украшен позументом. Но, наверное, самым таким интересным и примечательным зимним головным убором башкирского мужского костюма является меховой малахай. Называется он клаксын, шелсон, обычный из меха лисицы, причем мех внутрь, а сверху просто материи. Именно вот этот головной убор защищал новые башкиры в холодное время года, особенно степные бураны. Поэтому отлично служили такие называемые пилоты, запускающиеся на спину. Конечно, как все мы знаем, шапки, которые стали популярны, с хвостами лисицы, в старину никто их тогда не носил. Это элемент чисто сценического костюма. У нас вот такие шали еще присутствуют. Все мы знаем, что башкирские женщины умели не только вязать шали и ткани, но, к сожалению, тканые шали у нас присутствуют в одном экземпляре, и можно увидеть ее в экспозиции, которая расположена у нас совсем неподалеку. Если у нас разговор коснулся башкирских колпачков, мы не обратим внимания и татарские колпачки. Это колпаки. В нашем музее собралась достаточно интересная коллекция татарских головных уборов. Это колпак трикотажный, середина 19 столетия, украшенный синелью. Синель – это бархатный шнурок, которым вышивали. Старинные колпаки имеют достаточно большой размер. Вот у нас колпак середины 19 века, вышитый канителью. Канитель – это металлическая нить. Это была очень трудоемкая вышивка, поэтому канителица произошло именно от вот этой техники украшения головного убора. Такие колпаки носились драпируя либо назад, либо на правый бок. Об этом свидетельствует и наклон орнамента. Если посмотрите, то увидите, что он смотрит на правую сторону. Чем ближе к современности, тем меньше становился по размеру колпак. Постепенно он превращался в декоративную наколку. И если мы рассмотрим фотографии начала 20 века дореволюционной, то мы увидим, что женщины и девушки одеты в вполне светскую одежду, и о их национальной принадлежности говорят вот такие колпачки-наколки. Они могли украшаться бисером, канителью, либо же расшиваться речным жемчугом. Колпаки тоже сшили из нескольких частей, это мягкой лопасти и околыши. Вот в нашем музее хранятся несколько образцов вот таких околышей, то есть изготавливали заготовки, а затем уже сшивали цельный головной убор. Мы все знаем, что татары этнически неоднородны, выделяют мишарий, казанских татар, сибирских, патимовских и, конечно же, это кряшины. Вот в нашем музее хранится интересная головная повязка, часть женского головного убора кряшенки. Она состоит из плотной шерстяной суконной основы и украшает ее вышивку очень плотной позолоченными нитями. Орнамент здесь очень интересный, достаточно архаичный и, мы видим, богатый полет фантазии владелицы. И также нашу выставку небольшую сопровождают еще и слайды, которые для тех, кто не закажет, например, экскурсию, позволят получить небольшое представление о головных уборах. Ну, на этом наша знакомительная экскурсия, уважаемые гости, подошла к концу. Если у вас какие-то есть вопросы, вы, конечно, можете их задавать. Но, надеюсь, наша небольшая камерная выставка вам позволила создать общее впечатление о нашей музейной коллекции головных уборов народа Башкортостана. Спасибо всем за внимание.